Ассаляму алейкум, урметли сeyirciler. Akşam şerifleriniz hayırlı olsun. Milli Telekanalında Açıklaf programması ve stüdyada ben Leviza Seyitbilялова. Nevbetteki yarım saat devamında nevbetteki açık sübetini dikkatınizga taqdim etmege biz endi hazırmız. Al hazırda bugünkü kunde Kırım Cumhuriyeti'nin bütün sahalarında iş kaynay. Bugün biz bu yönelişlerden birisi hakkında söz yürüteceğimiz. İşte Kırım Cumhuriyeti'nde devlet siyasi programının yerine getirilmesi 2018 senesinde bugünkü programımızın mevzusu ve stüdyamızda Musafir Kırım Cumhuriyeti Milletler Ara Münasebetleri ve Sürgün olungan gражданların işleri boyunca Devlet Komitetinin reisi Ленур Абдурахманов. Ленур Бей, салям алейкум, хош келдіңіз. Алейкум салям. Ленур Бей, расскажите прежде всего о том, какие на сегодняшний день существуют самые эффективные механизмы обеспечения межнационального согласия у нас на полуострове. На мой взгляд, это самое главное, то, что является вообще постоянный диалог с нашими национально-культурными объединениями, вообще диалог с представителями тех или иных народов, которые сегодня в нашей республике проживают. Самое главное и самый эффективный, когда власть и общественники, и национально-культурные объединения друг друга слышат, и всегда в взаимодействии, и между ними самая короткая дистанция, которая дает максимально помогать друг другу и реализовывать те программы и направления, которые дают способность развивать, приумножать, а также улучшать качество жизни в целом граждан наших сегодняшних в республике. Ну, что касается урегулирования конфликтов именно на межнациональной и межконфессиональной почве, какие вот действия в этом плане производит Государственный комитет по делам межнациональных отношений? Или же можно говорить, что такие конфликты у нас в республике в принципе им нет места? На сегодняшний день в нашей республике и нашим комитетом, конечно, взаимодействие с нашими территориальными отделами межнациональных отношений, а также с национально-культурными объединениями, с другими ведомствами, которые мы ежедневно работаем, ведется мониторинг постоянно в сфере межнациональных отношений. Необходимость в этом есть, поскольку мы должны видеть и понимать, где те или иные, не дай бог, бытовые какие-то проблемы могут приобрести национальный окрас, или же люди, которые попытаются сделать на этом какой-то национальный подтекст. Поэтому в этой части мы, конечно же, всегда ситуацию мониторим. Наши представители, работники проводят социологические опросы, наши постоянные совещания с ведомствами, с МВД по профилактике экстремизма, необходимость выработки тех программ, которые не дали бы в тех местах, где более низкая социальная, ведь проблемы где появляются, где менее социальная обеспеченность граждан. Поэтому в этой части необходимо всегда понимать и поддерживать граждан, чтобы никто никогда не оставался один на один со своей проблемой и в конце концов просто закрывался от общества. А тогда возникают реальные проблемы, которые могут потом повлиять на сферу межнациональных отношений в том числе. Поэтому работа это необходима, и, конечно же, мы должны всегда и мониторить, и изучать вообще ситуацию, которая происходит. Вот вы сказали о представителях на местах, да, это работники отделов межнациональных отношений. Подразделений, да. Вот скажите, ведется ли работа в части повышения квалификации именно сотрудников вот данного направления? Да, безусловно. В рамках даже нашей работы Государственным комитетом в течение каждого года и я сам был ранее участником таких конференций, совещаний, которые проходят в республике с приглашением очень серьезных экспертов, которые на сегодняшний день в России имеют и на мировом уровне имеют действительно серьезный опыт изучения вообще межнациональных отношений. Поэтому в республике проводятся такие форумы при нашем же содействии в Государственном комитете. Вместе с тем есть также, как вы знаете, программа, по которой наши муниципальные служащие обучаются в городе Казани. Я сам был участником когда-то этой программы, сам закончил это обучение, повышение квалификации. Хочу отметить, что на самом высоком уровне все это организовано. И действительно, наши сегодня коллеги, которые работают в муниципалитетах, получают колоссальный опыт. Они реально могут соприкоснуться с историей и с тем опытом, который сегодня Казань выстраивает в своей республике. То есть это как в обществе могут
проживать и вообще сосуществовать различные культуры, народы, которые в свою очередь и делятся и своими традициями, и культурой, и языками. И вместе с тем, казалось бы, что вот она небольшая республика, но насколько в ней все гармонично, все так расставлено, и насколько толерантно, и какое большое уважение всех народов, которые проживают в этой республике. Поэтому в этой части, конечно же, как религия, обучение религии, каким образом проходит, вместе с тем также госнацполитика, каким образом реализуется в Республике Татарстан. Конечно же, все эти позитивные моменты всегда можно принять к вниманию и всегда можно на опыте также реализовывать в Республике Крым. Ленурби, глава республики Сергей Аксенов неоднократно подчеркивал, что у нас в Крыму очень важно иметь хорошие отношения с представителями самых разных национальностей. Госкомитет именно и занимается этой работой, это взаимодействие с самыми разными народами, населяющими наш полуостров. Вот расскажите об этой работе, пожалуйста, подробнее. Конечно же, стабильность в нашей республике обеспечивается благодаря, конечно, очень большому вниманию нашего главы республики Сергея Валерьевича Аксенова, который максимально всегда уделяет внимание межнациональным отношениям, межконфессиональным. Никогда, будучи, я вот недавно уже работаю, не видел того, чтобы когда-нибудь глава не то чтобы отказывал, а не уделял какого-то внимания. То есть каждый вопрос всегда сразу же на контроле и максимально способствует для развития или по помощи тем или иным национально-культурным объединениям и тем любому народу, который сегодня не требует себе какого-то внимания. Поэтому в этой части хотелось бы сказать, что должным образом сейчас это все развивается, и, конечно же, прямая заинтересованность и нас самих для того, чтобы все-таки наши граждане, наши земляки, наши народы, которые сегодня населяют, они, конечно, бы успешно развивались. Ленурби, еще то, что, пожалуй, очень интересует всех наших телезрителей, это ход реализации масштабной программы по обустройству реабилитированных народов. Вот расскажите, пожалуйста, об этом. Да, вот вы в своем вступлении, когда началась только программа, очень хорошо сказали фразу «ишхайняй». Да, это действительно так и есть. То есть на сегодняшний день только недруги наши могут сказать о том, что ничего не реализовывается, ничего не делается. На самом деле это все не так. Сегодня каждый из нас реально воочию может увидеть, как происходит масштабное строительство. Да? В тех программах, которые в той программе ФЦП, которую курируем мы на это направление, являясь ответственным исполнителем, конечно же, также эта работа ведется, и у нас уже по плану мы видим, что в этом году должно было больше 30 объектов закончиться строительством. Поэтому это как и объекты дошкольного образования, школы, садики, сети газа, света, воды, снабжения и также строительство многоквартирных домов. Поэтому в этой части также реализовываются все направления. Мы активно в этом участвуем, мониторим эту ситуацию. И, как не раз я уже говорил о том, что в случае выявления каких-то проблем, которые в этой же части способствуют ухудшению, либо возникновению каких-то проблем, мы сразу максимально накидываемся со всеми ведомствами для разрешения этих проблем. Поэтому, кроме того, как вам известно, пока реализуется программа ФЦП, ежегодно ведутся программы Государственным комитетом, которые идут на выкуп жилья, на завершение строительства, на выделение материальной помощи на завершение строительства жилых домов. Вместе с тем грантовая политика, конечно, поддержка существует, а также меры социальной поддержки наших льготных категорий граждан. Это все то, чем могут воспользоваться наши граждане и в этом году, правильно? Да, безусловно. Буквально вот сейчас уже проходит последнее согласование нашей программы, и я думаю, что в ближайшее время мы уже анонсируем, тогда, когда уже все те граждане, которые по критериям оценки наших программ подходят под получение этой помощи и могут участвовать, конечно же, будут уже подавать все необходимые документы для получения этих мер социальной поддержки. Ленурби, мы знаем, что у вас очень плотный график. Действительно, вы каждый день и в выходные дни выезжаете в самые разные регионы Крыма, общаетесь с гражданами. И знаем, что, в принципе, на приемы граждан может прийти действительно каждый желающий, представитель любой национальности. Но с какими в основном вопросами, с какими самыми острыми вопросами обращаются крымчане? Да, действительно, в нашей сегодняшней работе мы постоянно выезжаем в те или иные наши самые даже отдаленные районы республики, поскольку очень важно, как сказал наш глава республики, голос каждого должен быть услышан. Поэтому
в своей работе мы прежде всего руководствуемся тем, чтобы максимально выезжать в даже неподготовленные места. То есть это может быть самое какое-то отдаленное село и где-нибудь даже самая отдаленная мечеть или еще иное какое-нибудь дошкольное или школьное образовательное учреждение. Поэтому очень важно прийти и увидеть своими глазами все, насколько это действительно реально сегодня, в каком положении находится сегодня та или иная организация, либо это религиозное объединение какое-то. Какими проблемами на сегодняшний день люди сталкиваются. Необходимо просто услышать даже, посидеть, пообщаться, и уже понимаешь о том, что насколько это уже сближает, и люди чувствуют о том, как уже можно будет совместно, понимая о том, что власть точно так же беспокоится, и все-таки она не безразлична к тому, чтобы приехать и услышать, и понять, какие проблемы существуют в районах. Удивительным образом было так, что действительно даже во многих районах ты видишь о том, что никто не посещал и никогда даже не приезжал. Поэтому сегодня с большим воодушевлением и с большим интересом воспринимают наши приезды. Конечно же, приезды мои в те или иные районы проходят в рамках приема граждан. Также население мы принимаем. Кроме того, посещаем школы, садики, посещаем администрации районов, то есть это, может, религиозные какие-то объекты есть, по всяким или иным вопросам. То есть как и обустройство, как и оформление каких-то документов правоустанавливающих, каким образом передать, оказать содействие мусульманским общинам в передаче строения или сооружения в управление Дум Республики Крым, от частных вопросов, точно таких же, которые на сегодняшний день с любыми вопросами мы сталкиваемся, и, конечно же, пытаюсь, чтобы эти вопросы находили, конечно же, своих результатов и ответы. Но вместе с тем, после этих выездов также есть глобальные вопросы, которые на сегодняшний день необходимо решать на республиканском уровне. То есть это точно такая же должна быть помощь и местным нашим администрациям. Поэтому вот во взаимодействии, в поисках пути решения этих вопросов я также озвучиваю это всегда главе республики, и каким образом мы можем включить те или иные программы на республиканском уровне, дабы максимально ускорить реализацию проблемных вопросов. Ну, в последние годы вот наблюдается такая приятная положительная тенденция. На сегодняшний день действительно практически каждый желающий, любой крымчанин может дозвониться чиновнику любого ранга, скажем так, да? Вот часто ли бывают такие случаи, что вот наши соотечественники вам напрямую могут дозвониться? Да, безусловно, с первых дней своей работы я об этом сразу озвучил и говорил о том, что я открытый человек, и до меня можно дозвониться, и я откликаюсь, и даже если, приходя на работу, я вижу, что приехала там бабушка или дедушка с отдаленных наших районов, и которые, понятно, что не имеют всегда средств связи и понимания того, что нужно записываться на прием график, я моментально реагирую и всегда их принимаю. Кроме того, также вы же понимаете, что очень много вопросов поступает с социальных сетей. Люди, если просто могут написать какое-то сообщение даже через какие-то там социальные сети, на которые я точно так же сразу же реагирую, и либо приглашаю на личный прием, либо связывается помощник, который выясняет круг вопросов, чем мы можем помочь. Поэтому на сегодняшний день руководители Госкомнадзора открыты и всегда готов к ответу на те или иные вопросы наших граждан. Ленурбей, ну, наряду со всем вышесказанным нельзя и не сказать о религиозной сфере. Вот насколько Госкомитетом поддерживаются связи с религиозными общинами и в целом, как у нас сохраняется межконфессиональный мир на полуострове? Да, безусловно. Сегодня также в своей работе наш комитет постоянно взаимодействует с религиозными организациями централизованными, как вы знаете. Мы в постоянном диалоге с нашим муфтием, который точно так же выявляет, какие проблемы нам необходимо будет совместно решать. То есть это мы все в целом понимаем, что это не может быть проблема одного муфтиата, например, или одной епархии. Там, конечно же, когда к нам обращаются, мы всегда поддерживаем. И также в этой части хочу сказать, что эти вопросы также на контроле у главы республики, который тоже очень сильно способствует для того, чтобы наши религиозные деятели и вообще религиозные организации, которые сегодня находятся в нашей республике, имели минимальные проблемы, а мы максимально их разрешали. То есть всегда способствовали для разрешения оформления каких-то документов, передачи объектов
культурного наследия или, там, допустим, религиозных объектов, какие-то централизованные наши духовные управления. Поэтому мы своей части, конечно же, опять-таки же во взаимодействии с нашими муниципальными образованиями, с руководителем наших территориальных отделов, конечно же, вот совместно все эти вопросы решаем. Ну и нельзя не упомянуть, конечно же, и о культурной жизни Крыма. Ежегодно именно Госкомнадзор является организатором целого ряда, будь то концерты, фестивали, памятные мероприятия. Что запланировано на 2018 год? Собственно, кто будет заниматься проведением данных мероприятий? Расскажите об этом. Да, безусловно, вот по прошедшему году можно было сказать, что очень много мероприятий, около 300 мероприятий, проведенных в республике. Не менее будет и в этом году запланировано этих мероприятий. В начале этого года мы собирались уже со всеми национально-культурными объединениями нашей республики, региональными объединениями со всеми, в котором уже примерный проектный план предоставляли тех мероприятий, которые будут проходить в республике. Вместе с тем от них мы также попросили свои предложения, какие нужно, статью расходов, необходимых для этого. Как вам известно, в мероприятиях сегодня в республике очень сильное активное участие и вообще такая, как вам сказать, очень эффективная, которая себя уже очень сильно оправдала, площадка, как наш подведомственное учреждение Дом дружбы народов, да, который сегодня на самом высоком уровне проводит мероприятия в Республике Крым. Без исключения во всех мероприятиях, которые сегодня проходят, наши работники и артисты, и, как говорится, и все деятели, они как бы участвуют во всех мероприятиях. То ли будет это религиозные какие-то мероприятия, то ли это будут какие-то праздничные мероприятия, посвященные Дням Республики, национальным каким-то определенным культурным объединениям. Поэтому в этой части, конечно же, также работа ведется. И что радует, что это очень такая площадка, которая не менее, а может быть даже где-то в большем превосходит тот уровень подготовки мероприятий, который мы можем даже похвастаться и по всей России. Ленурби, ну а какая работа ведется в части сохранения и развития истории и культуры народов Крыма? В этой части, конечно, у нас также ведется работа, поскольку вот буквально у нас недавно был, на прошлой неделе прошел совет по издательству нашего медиацентра Гаспринского, на котором уже более 40 изданий мы уже утвердили, и которые будут реализованы в этом году. Это же также является и показателем того, насколько мы сегодня поддерживаем язык, и культуру, и традиции народов, которые сегодня проживают в республике. То есть это по заявкам наших же национально-культурных объединений мы будем издавать книги на родных языках, то есть где будет очень хорошо отображена, на мой взгляд, вся палитра культуры, которую сегодня народы хотят презентовать и поделиться со своим соседом. Да? Для нас этот момент очень важный, и мы максимально удовлетворяем пожелания наших объединений, которые желают, чтобы издавалось в республике. Все это было бы, конечно, не так ярко выражено, если бы наше любимое телевидение и наш любимый канал Милет так ярко освещает и показывает все наши достижения, которые сегодня в Республике Крым реализовываются совместно с нашей большой командой во главе с нашим главой Сергеем Валерьевичем Аксеновым, депутатом Госдумы Русланом Исмаиловичем Бальбеком. Все это становится возможным только тогда, когда совместными усилиями и вот плечо мы можем друг друга, поддерживая, реализовывать все эти мероприятия, которые сегодня с таким грандиозным масштабом проходят в нашей республике. Реализация государственной национальной политики – это очень важная, сложная миссия. Миссия эта возложена на вас, Ленурби. Вот скажите, пожалуйста, какие основные 5 правил, которыми вы руководствуетесь в вашей работе и по жизни? Да, действительно, очень серьезное, как вы сказали, такое направление. Однако вместе с тем очень радует то, что, как вы сказали, это миссия. Но это миссия того, когда ты понимаешь о том, что вот мы все едины в любом случае. Да? Мы все едины, и мы все живем, ходим по одной дороге, как говорится, дышим одним воздухом. Да? Как сказал один умный человек, наша разность – это наша особенность. Но вместе с тем в своей работе основными, конечно,
критерии оценки всегда считаю то, что, как это сказано, возлюби ближнего, да? Вот не предай. Поступай именно так с людьми, как ты хотел бы, чтобы они поступали с тобой. Честность и преданность. Наверное, вот эти основные моменты, которые вот ты в жизни закладываешь, чтобы все, что ты задумал, все получалось. Мгм. Честность и преданность. Ленур Бей, ну, мы с вами находимся в преддверии праздника, я, пожалуй, скажу, одного из самых ярких праздников весны, это Международный женский день. Я думаю, представительницам прекрасного пола было бы очень приятно услышать от вас пожелания. В преддверии этого праздника, что каждый год, когда подходит 8 марта, ты всегда думаешь о том, что вот в этой жизни, наверное, без женщин наша бы жизнь ничего бы не стоила бы, и она, наверное, не состоялась бы на самом деле. Поэтому я всем нашим матерям, сестрам, тетям, всем желаю того, чтобы все их желания всегда сбывались, чтобы они были бы всегда нацелены на то, что вот все, что мы думаем, все, что мы хотим, мы делаем только ради вас. Ленур Бей, çok sağ olunuz. Böylelikle programımız sonuna keldi. İşlerinizde Allah ola getirsin ve gelecek efirlerge kadar görüşkенче sağ olunuz. Sağ olun. Бізді хайырлауларға қошылып программамызны екінлейміз, құрметлі сәржілер. Böylelikle Чехлов программасы сонына келді. Көрішмек үзірем, сағылықне қалыңыз.